Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран. Здравствуйте, друзья. Это программа «Стратегия национальной безопасности» на радио «Звезда». В студии Анна Шафран. И сегодня с нами Дмитрий Сойн, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствуем вас. Приветствую вас. Абхазия. Там на протяжении полутора недель, наверное, уж точно разворачиваются события, связанные с протестами, недовольством. Оппозиция захватила ряд ключевых зданий. И, в общем-то, решался вопрос о том, каким путем дальше Абхазия пойдет. Президент Абхазии, вот сейчас уже известно, на текущий момент официально ушел в отставку. Абхазию ждут теперь уже досрочные президентские выборы, где ушедший в отставку президент будет принимать участие. Есть, как сообщается, немалая доля вероятности того, что он сможет вернуть себе президентский пост. Управлять республикой сейчас будет действующий вице-президент. Собственно, это то самое лицо, которого и рекомендовал Бжаня, ушедший в отставку, к тому, чтобы он сейчас взял бразды правления в свои руки. Тогда его некоторое время назад, пару дней назад было отвергнуто, но сейчас все-таки вот к этому компромиссу пришли. То есть речь идет о чем? О том, что в сухом остатке какие-то компромиссные, судя по всему, приняты решения, а вокруг чего, в принципе, начали разворачиваться события. Это инвестиционное соглашение с Россией. Вот хотелось бы об этом поговорить, что это за инвестиционное соглашение и вообще какого рода процессы в Абхазии начали бурлить, да, я вот так вот выражусь. Почему? Потому что аналогии здесь можно привести с событиями, которые на постсоветском пространстве разворачивались, да в частности в той же самой Украине. Там, если вспомнить 2014 год, соглашение о евроинтеграции. Да. Вот давайте поговорим. Что мы имеем сегодня в Абхазии, что там происходит, и еще раз, что это за инвестиционное соглашение с Россией? Я бы хотел сразу отметить позитивный момент в происходящем, и он заключается в том, что не пролилась кровь, не возникло столкновений, не пошел какой-то сценарий силовой, когда разные группы абхазов, все эти группы любят Абхазию, просто реализуют эту любовь по-разному. И вот они бы начали сражаться, там бы каким-то образом могла бы оказаться в эпицентре событий Россия, как главный гарант независимости Абхазии. И, несомненно, это бы порадовало наших врагов, тех, кто мечтает о ликвидации независимости Абхазии и Южной Осетии, которые возникли в 2008 году. И, опять же, главный гарант независимости Абхазии и Южной Осетии – это мы. Россия признала эти республики. Россия вкладывает очень многое туда, начиная от вопросов безопасности, заканчивая вопросами поддержки государственного бюджета. Потому что в структуре государственного бюджета той же Абхазии есть серьезные финансы из Российской Федерации, иначе бы этот бюджет просто не состоялся бы. Были бы вопросы по выплатам абхазским пенсионерам, социально незащищенным слоям и бюджетникам. Вот это очень важная позиция. То есть в каком-то смысле современная конфигурация Абхазии – это во многом детище, вот такое совместное детище России и абхазского народа. То есть, начиная от вопроса безопасности, да, если отмотать на несколько лет назад, и заканчивая экономическим вопросом. Конечно. Дело в том, что атака Грузии на Южную Осетию показала, что могло бы ждать и Абхазию, следующую. И именно операция по, скажем так, сдерживанию агрессора, которую провела Россия, она и легла в основу признания как Южной Осетии, так и Абхазии. И очень бы хотелось, чтобы этого никто не забывал и помнил. И после того, как республики были признаны, именно Россия стала в том числе гарантом, и не просто гарантом, а спонсором на государственном уровне, обеспечивающим стабильное формирование бюджета. Стабильное формирование бюджета. Поэтому, когда возникла эта болевая точка, конечно,
если исходить из законности, из конституционных норм, то по логике надо было бы там применить силу к тем, кто захватил государственные органы. Это незаконно. Но, исходя из принципа поиска гражданского консенсуса и диалога, был найден другой компромиссный вариант. Да, хорошо, вы ставите под сомнение политическую волю и линию законно избранного президента. Вы считаете, что это неправильно, и мы готовы это обсуждать. Давайте пойдем на нестандартный шаг, на досрочные выборы, где столкнутся вот эти две парадигмы. Парадигма Бжаня и парадигма условного его оппонента, кого там выдвинет оппозиция. А может, там и много будет каких-то оппозиционных кандидатов, время покажет. На этот период мы формируем переходный формат власти. Функции президента выполняет вице-президент, назначается премьер-министр, вы освобождаете все органы госвласти. Все, мы начинаем готовиться к новому этапу. Хорошо, хорошо, все разошлись, прекрасно. И теперь возникает вопрос, насколько еще хватит терпения у России вести себя в отношении той же Абхазии, как мама ведет себя с уже взрослым ребенком, но который никак не может обустроить свою жизнь. Например, не может получить образование, найти работу, зарабатывать деньги самостоятельно, чтобы тратить эти деньги самостоятельно на все свои нужды. И не приходить к маме и не говорить: слушай, дай мне что-то еще, вот я никак не могу закрыть дыры там каких-то семейных расходов. Да? Вот насколько еще у России хватит на это терпения? И хорошо, что Москва мыслит стратегически, понимая: исторические связи России и абхазского народа, геостратегическую важность причерноморского региона как такового, и поэтому она действует, исходя из этого. И вот вы задали очень важный вопрос: а в чем, собственно, сыр-бор, за что идет борьба? Да, что это за соглашение такое? Почему оно так сильно напрягло абхазскую оппозицию? Не знаю, удивит это вас или нет, но я еще года 3-4 назад с темой инвестиций в Абхазию сталкивался. Я общался с экспертами, выходцами из Абхазии, я общался с экспертами российскими, которых объединяла одна такая забота. Она сводилась к следующему. На сегодняшний день в Абхазии правом собственности на различные объекты, от земельных участков до зданий, там, каких-то там, я не знаю, помещений и прочего, вот правом собственности обладают только абхазы. И объективно мотивация психологическая и социальная такова. Вот мы маленький народ, у нас небольшая территория, сейчас сюда придут какие-то люди, они все скупят, а эти люди могут оказаться связанными с Тбилиси, с Грузией, и вот произойдет такая тихая экономическая оккупация, поэтому мы никому ничего не даем. Результатом этой политики, которая, на мой взгляд, была бы обоснована, если бы Абхазия самостоятельно развивала побережье, самостоятельно развивала инфраструктуру, сделала бы что-то похожее на то, что мы видим, например, на Красной Поляне, в Сочи, на то, что мы видим сейчас вот в российском Крыму, ну что-то бы вот такое бы, появились бы там 4-звездочные, 5-звездочные отели, появились бы какие-то, ну, прямо скажем, красивые элитные места, рестораны, кафе. Ну или просто приятные рекреационные зоны с развитой инфраструктурой. Для отдыха. Но кто ездит в Абхазию, это не в обиду будет сказано ни абхазам, ни Абхазии, ни нам самим, говорят, что там примерно вот конец советской какой-то полуразрухи зафиксировался и ничего не меняется. Чудесные виды, чудесная природа и полное отсутствие какой-либо той самой инфраструктуры и условий. Ну, вообще-то элементарных, если говорить с высоты 21 века, да, и того, да, к чему турист привык. Конечно. И поэтому они застряли в своей абхазской матрице. И она на самом деле очень серьезно тормозит движение республики вперед. Ну, невозможно жить годами и десятилетиями, сидя на каком-то старом чемодане.
не модернизируя его, не приводя его в порядок, он в конечном итоге проломится, и ты все равно упадешь. Ты не сможешь конкурировать. В конечном итоге перестанут туда люди ездить на отдых, потому что активно развивается вот побережье российское, там условно говоря, от Сочи, да, там Туапсе, от Туапсе дальше. Есть где отдыхать. И здесь стоит вопрос выживания Абхазии как самостоятельно самодостаточной республики. Во всем мире, наоборот, ждут инвестиций, ждут инвесторов. Вообще, это оксюморон, действительно. Да. Сама постановка вопроса. Все ждут инвестиций. Против соглашения об инвестициях Да. с Россией. Все за них борются, проводят инвестиционные форумы. Это происходит везде, кроме Абхазии. Я вот выходец из непризнанной республики, из Приднестровья. И я скажу прямо, Приднестровье всегда боролось за инвестиции. Когда туда приходили различные российские инвесторы, в частности, российские инвесторы были владельцами Рыбницкого металлургического завода. Они были владельцами и до сих пор остаются владельцами крупнейшей электростанции региональной в городе Днестровск. А россияне были владельцами целого ряда других крупных производств. И они создавали рабочие места, и я ни разу не сталкивался с тем, чтобы они покушались на независимость Приднестровья. Итак, к вопросу об инвестициях в целом и российских в частности. Вот вы действительно замечательно привели аналогию по поводу Приднестровья, отметив, что российский инвестор, приходя в то или иное место, не покушается на суверенитет. По крайней мере, мы такое не припомним. Конечно, я вот даже опять же приводил пример, когда там сменялось несколько собственников у того же Рыбницкого металлургического завода, он называется полностью Молдавский металлургический завод. Это всегда увеличивало количество рабочих мест, появлялись высокие зарплаты, гораздо выше, чем в среднем по региону. На той же Днестровской ГРЭС очень высокие зарплаты. То есть присутствие российского собственника гарантировало модернизацию производства, сбыт продукции, повышение социального пакета, повышение зарплаты и престижа этого предприятия. Я не понимаю, в чем проблема в Абхазии, какие они для себя там сочиняют угрозы. И это все на уровне психосоматики. Это социальная психосоматика, это когда люди боятся то, чего нет. Если вы боитесь прихода туда враждебных инвесторов из враждебных стран, вы пропишите в соглашении, что оно касается конкретно инвесторов из России. Создайте, например, какой-то комитет государственный по инвестициям и проверяйте всех инвесторов. В инвестиционные соглашения включайте какие-то пункты, которые будут гарантировать ваши права как республики, как народа Абхазии. И вы будете счастливы. У вас, наконец, будут серьезные поступления в бюджет. Вы, наконец, начнете развивать инфраструктуру. Ваша молодежь не будет разъезжаться по всему белому свету. А для абхазской молодежи белый свет – это в первую очередь Россия. А ваша молодежь будет работать в Абхазии, потому что появится гораздо больше зон отдыха, гораздо больше там спа-отелей, гостиниц, ресторанов, каких-то горнолыжных и прочих курортов. Что вам еще надо? Что вы хотите? В чем проблема? Россия вместе с вами отстаивала вашу независимость. Россия вас признала. Но возьмите, откройте глаза просто сами для себя. А если вы не хотите открывать эти глаза, то я могу сделать один вывод, что это злонамеренная манипуляция общественным мнением по поводу инвестиционного соглашения. И никакой заботы о будущем Абхазии в нем нет. Вся эта риторика, что через Россию придут грузинские инвесторы и захватят Абхазию, это... В Абхазию через да, Россию. что грузинские инвесторы придут в Абхазию через Россию, это прекрасный сюжет для какой-то комедийной постановки. Но вот вы сказали такую фразу «сочиняют себе угрозы». Вопрос, сочиняют ли? Потому что мы понимаем, что противник не дремлет, и даже те акторы международной повестки, которые стараются быть, скажем так, нейтральными или дружить со всеми, с кем можно и сложно одновременно, они ведь тоже вполне себе могут проводить определенного рода работу на предмет, вообще-то, в перспективе отторжения Абхазии от, скажем так, тесных взаимоотношений, от тесного сотрудничества с Россией, и это тоже весьма, скажем так, не фантастический сценарий.
Это я так очень округло высказалась. Ну, вы высказались округло, потому что земной шар круглый, да? Точно. И поэтому мы любим такие формы. Но на самом деле вы подняли очень острую и опасную тему. Под видом борьбы с врагами в виде инвестиционного соглашения, которое на самом деле будет развивать Абхазию, общественное мнение отвлекается, и на этом фоне происходит очень активное внедрение в сферу неправительственных организаций, в гражданский сектор Абхазии реально враждебных зарубежных сил, которые постепенно готовят молодое поколение к тому, что мы видим, например, в той же Молдавии, к тому, что мы видим на улицах Тбилиси, к тому, что мы, собственно, уже видели на улицах Киева в 2013-2014 году. Да? То есть работа НКО, фонды, внешнее влияние, и в том числе такое достаточно серьезное, британское, турецкое и так далее. Все это и есть реальная угроза для независимости Абхазии. А то, что в Абхазию придут российские деньги и оживят экономику, это вообще на самом деле какой-то уникальный миф, который там живет своей жизнью какой-то, да, и уже это длится много лет, и все как-то даже его принимают за основу, что через Россию это может произойти. Когда еще года 3 назад эти темы поднимались, и я в них вникал, это вообще уникальный случай, потому что меня приглашали как социолога, как эксперта посмотреть с разных сторон на эту ситуацию. И я еще тогда для себя сделал вывод, что миф абсолютно искусственный. Не могут инвестиции из России нести угрозу, потому что если бы Россия несла угрозу для Абхазии, этой бы республики давно не было. Потому что Россия гарант. Вот причинно-следственная связь в мышлении людей, которые развивают эту тему, она нарушена полностью. Если бы Россия не была гарантом безопасности, не было бы Абхазии, но при этом российские инвестиции несут угрозу безопасности Абхазии. И это вообще как? Ну, это, наверное, надо поработать с психоаналитиками, может быть, со специалистами в области логики. Просто учитывая сам факт того, что у России с Грузией до последнего времени были весьма непростые, скажем так, отношения, сама постановка вопроса, она, конечно же, некоторым образом удивляет. Так более того, я бы продолжил эту мысль. Эта мысль сводится к тому, что у России непростые отношения с Грузией, потому что она признала и Абхазию, и Южную Осетию. И вот первопричина в этом непростых отношений. И, соответственно, Россия, пожертвовав отношениями с Грузией, обеспечив безопасность двух республик, сейчас мы говорим про Абхазию, она, значит, пожертвовав одним, потом она, вложившись в безопасность, потом она, вкладываясь в поддержку бюджета, в поддержку бюджетников, пенсионеров и так далее, оказывается, отсюда инвестиции могут нести угрозу. Понимаете? И это абсурд. Это абсурд. И я поэтому думаю, что где-то в ядре вот этой всей, я даже так это назову, движухи, где-то в ядре этой движухи есть злоумышленники, которые понимают это все и просто подогревают. Кавказ, горячие люди эмоционально рассуждают, беспокоятся о судьбе республики, там выходят такие горластые какие-нибудь ораторы, начинают рассказывать: братцы, земли нашей лишат нас, собственности нас лишат, по миру пустят, грузины сюда придут, значит, оккупируют через эти инвестиции, и оно как-то ложится на эту эмоциональную почву. Но как только ты возвращаешь к логике, например, если провести серию там объективных конференций, круглых столов, диспутов, даже диспутов по поводу этого инвестиционного соглашения за и против, то выяснится, что вся аргументация липовая против этого соглашения. Дмитрий, ну вот смотрите, какая ситуация получается. Мы с вами много в эфире обсуждали тему и молдавскую, и грузинскую. В Молдавии, надо
просто назвать вещи своими именами, ситуация совершенно неопределенная с точки зрения того, что президент-то нелегитимный, как говорят, собственно, молдавские оппозиционные политики, живущие и действующие внутри Молдавии. То есть это действительно ситуация уникальная своего рода. Это президент, за которого проголосовала диаспора, находящаяся вне Молдавии, и персонаж, которого отвергли местные жители. Собственно, это было прямо сказано, еще раз, молдавскими оппозиционными политиками, и российская сторона тоже в том же самом ключе высказалась. Да. То есть, как констатация факта, не получилось докрутить у наших оппонентов в Молдавии ситуацию до тех результатов, которые они хотели бы получить. То есть что-то пошло не так и что-то надломилось. Да. Это абсолютно диагноз текущей ситуации. Теперь возьмем Грузию. Грузия вроде бы шла по намеченной траектории, и ничто особо не предвещало каких-то бурь и непредвиденных обстоятельств. Да. Однако же состоявшиеся выборы в Грузии очень сильно изменили текущую конъюнктуру событий. Там, в общем-то, и в самой Грузии периодически случаются попытки уличных протестов. Президент Грузии регулярно выходит с предложением провести повторно выборы. В общем, тоже не докрутили, и тоже не получилось. И тоже в Грузии силы не прозападные, а прогрузинские в данном случае, одержали, можно сказать, победу. Да. Мы уже говорили о том, что это не пророссийские, но тем не менее не прозападные, они прогрузинские. То есть что-то не получилось на этот раз у наших западноевропейских и американских непартнеров. А раз что-то у них пошло не так, почему бы не поджечь очередную точку, какую Абхазия? Но мне кажется, это очень похоже на правду и вполне вероятный сценарий. Как вы считаете? Они же большие сторонники и в каком-то даже фанатики теории управляемого хаоса, то есть им необходимо создать турбулентность по всему периметру России. Эта турбулентность, она может быть многогранной по любому поводу. Поводы даже здесь не важны. Важно, чтобы было неспокойно. И мы это с вами видим. Оценивая ситуацию по Украине, они понимают, что там очень близок коренной перелом, и им надо уже заранее навязывать нам другие точки напряжения. Чем они в обе лопатки занимаются, и для этого они мобилизуют кого? Они мобилизуют агентуру влияния, которая еще называется пятой колонной. Да? Кстати, когда вы говорили про президента Молдавии, что президент нелегитимный, я вспомнил этот момент из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда там врывается в банкетный зал боярин и громко говорит: «Войско взбунтовалось», говорит: «Царь не настоящий». Да? Вот в Молдавии это реальная история, которая когда-то ляжет в основу книг, диссертаций по политическим, социальным наукам. Это когда человек, проиграв выборы, проиграв референдум на территории страны, удержался у власти за счет зарубежной диаспоры. Надо еще поискать какие-то прецеденты, их трудно найти, я даже навскидку не назову, но надо посмотреть в интернете. В таких приличных странах такого не бывает, что где-то извне люди проголосовали и избрали президента для тех, кто живет в той стране, которую они покинули. Да, действительно, в такой постановке вопроса это удивительный факт. Удивительный факт. Второе, знаете, мои наблюдения как социолога, как историка, как аналитика, они позволяют все более четкий вывод сделать. Мы об этом уже говорили на программах. Этот вывод сводится к следующему, что есть тонкий слой созданных Западом элит, так называемых элит, компрадорских, предательских элит, которые на самом деле представляют собой оккупационную администрацию. Как допустим, когда немцы оккупировали часть нашей территории, в каждом селе там был староста, было пару полицаев, и они следили за порядком. Это те самые элиты, которые формируются Вашингтоном, формируются Евросоюзом, формируются через фонды Сороса, Форда, МакАртура, чего угодно, Аденаура, очень много фондов всяких, их сотни. И этот тонкий слой элиты, обладая медийным преимуществом, обладая финансовым преимуществом, управляет глубинным народом.
Глубинный народ не может по определению принимать ценности неолиберального Запада, потому что на Западе тоже есть глубинный народ, он точно такой же, как здесь. Он точно так же отвергает ЛГБТ-тематику, он отвергает всякие истории с ювенальной юстицией, с тотальными там историями, с вакцинациями там, и другими манипулятивными темами. Но на Западе аналогичная ситуация, опять же, тонкий слой элит, которые формируются транснациональными корпорациями, пытаются усыплять этот глубинный народ и манипулировать им. Так вот, ситуация в Грузии и в Молдове, она показала, что в моменте, когда какая-то политическая сила начинает методично, целенаправленно, в чем-то даже фанатично работать с глубинным народом на пробуждение этого глубинного народа, то оказывается, что глубинного народа гораздо больше, чем тех, кто сидит у него на шее. И этот глубинный народ может и переголосовать тех, кто сидит у него на шее. Вот победа грузинской мечты – это прекрасный пример. Это первое место господина Стояногла в Молдове, который обошел почти на 2% Санду. И тоже момент с еврореферендумом, когда из 36 районов, извините, в 27 этот референдум провалился. И только, получается, в 9 они набрали преимущество. То есть там 2/3 Молдовы против евроинтеграции. Что тут говорить? Мы можем обратить внимание на Соединенные Штаты Америки, при всем при том, что я не являюсь фанатом Трампа или там Камалы Харрис или еще каких-то людей, понимаю, что при любом раскладе там можно ожидать подвоха, но не важно. Важно то, что несмотря на социологические опросы, несмотря на то, что звезды эстрады, кино, там бог знает еще чего, с десятками миллионов подписчиков призывали голосовать за Харрис, и при этом выиграл Трамп. Потому что вот эти все люди, это тоже очень тонкий слой публики, у которых виллы, бассейны, вертолеты, Голливуд, какая-то тусовка инфернальная, эзотерическая, они в этом всем живут. А обычный-то американец, он в каком-то смысле ничем не отличается от обычного молдаванина, россиянина, грузина, абхаза, там, украинца, я не знаю, белоруса и так далее. Он встает, вкалывает с утра до вечера, он хочет накормить семью, у него есть дети, в воскресенье или в субботу он идет в церковь. Он идет в церковь. Все, кто бывает вот в глубинной Америке, их удивляет, что все эти городки прямо идут и массово идут там в какие-то свои конфессии, молятся Богу там, и так далее. Да верующие еще к тому же люди. Поэтому мы на самом деле подошли к очень важному этапу, когда морок начинает спадать. Транснациональные элиты, они исчерпывают вот эти свои, назовем так, колдовские чары. Да, это хорошее выражение. Манипулятивные возможности, они как-то очень стремительно растворяются, да, и вот вы вспомнили этот Голливуд, да, который считался всю дорогу лидером общественного мнения, вот эти все отдельные артисты, да, с миллионами подписчиков, считалось, формируют повестку. Но что выясняется? Вообще никакую повестку они не формируют, то есть это была попытка в каком-то смысле убедить самих себя в собственном величии и неограниченных возможностях. Но это была какая-то мантра по части аутотренинга. Да. И очень интересный момент в Америке. То есть получалось когда-то на ограниченном промежутке времени, но сейчас что-то пошло вспять. Естественно, Трамп с его финансовыми возможностями мог бы, конечно, скупить каких-то вот таких ньюсмейкеров из Голливуда, которые бы за него стали за деньги топить, там все продается и покупается. Но вместо этого Трамп договаривается с Кеннеди, который является политиком достаточно таким антилиберальным, он антипрививочник, он свой взгляд имеет на систему здравоохранения, развития общества, и он договаривается именно с ним, тот снимает свою кандидатуру, входит в команду Трампа, сейчас он будет занимать в его кабинете министров, по-моему, курировать здравоохранение. Причем Роберт Кеннеди, он же считался
абсолютно маргинальным политиком с точки зрения той повестки, которую он продвигал. И, как вы очень точно заметили, Трамп вступил в переговоры не с Голливудом, Да, а именно с маргиналами, условно. Ну вот моя социологическая чувствительность на это реагирует всегда. Это в знаково-символическом поле происходят важные изменения. Важные изменения. И когда мы говорим, что вот Роберт Кеннеди – это политик из маргинального сектора, а кто его сделал политиком из маргинального сектора? Правильный вопрос. Кто его сделал? Те, кто на самом деле сами являются асоциальными маргиналами, извращенцами, психопатами, наркоманами, которые просто захватили там какие-то телевышки, захватили Голливуд, захватили там какие-то паблики где-то, и по большому счету сейчас скрываются скандальные вещи с наркотиками, с педофилией, с проституцией, там с какими-то групповыми оргиями, и вот эти люди называют себя элитой. Прямо как было сказано, наступят времена, когда 9 больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что не такой, как мы. Вот это вы сейчас описали ситуацию с Кеннеди. Конечно. А был прекрасный психологический эксперимент, когда я использовал эти вещи в своих занятиях, когда еще в Приднестровье вел, когда заходит человек, ему показывают 2 куба, белый и черный, говорят, какой где, он говорит, этот белый, этот черный, за ним заходит еще 9 человек. Я вот прямо сейчас вспомнил, вы упомянули, что 9 больных придут к одному. И говорят на черный, что он белый, а это черный, который белый. И в конце возвращаются, это эксперименты, записанные на видео. И говорят, так все-таки какого цвета куб? Он говорит, вы знаете, я ошибся. Действительно, этот черный, а этот белый покажет. Вот это прямо вот из этого сюжета. И, значит, вот то, что происходило все эти годы, но морок начинает спадать. Почему начинает спадать морок? Это очень важная деталь. Потому что все равно человек хочет что-то потрогать, он хочет ощутить повышение уровня жизни, возможность своих детей получать образование, доступ к здравоохранению, какие-то еще, а все хуже. Вот Санду сколько рассказывает про евроинтеграцию, ее предшественники евроинтеграции, все рассказывают, уровень жизни падает. Та же самая Армения, несмотря на всякие истории в политических элитах, состоит в Евразес рост 14% годовой. Такого роста нет ни у кого, ни у Индии, ни у Китая, никто не дает роста, как Армения. Почему? Состоит в Евразес, и там как раз пресловутые российские инвестиции, российский бизнес, и все это дает очень мощные поступления и налоговые, и инвестиционные. Это привет братьям из Абхазии, чтобы они понимали, и при этом никто еще не покусился на независимость Армении. И в контексте этого, если уловить эти вибрации, эти потоки, то мы неожиданно можем одержать победу над вот этими транснациональными силами, которые готовят вот этот глобальный порядок, где не будет ни России, ни Белоруссии, ни Китая, ни Индии, ни Украины, ни Молдавии, ни Германии, кстати, ни Франции, никого не будет. Это глобальный мир, управляемый командой, состоящей из транснациональных корпораций, они будут решать все. Они это публикуют, это в работах Шваба, это в работах других адептов там и Бильдербергского, и Римского клуба, это даже не скрывается. И вот сейчас пришел момент, и это здорово, что мы об этом можем поговорить в эфире, когда морок начинает спадать. Но это непростой период. Они будут сопротивляться, они будут атаковать и того же Трампа, и других противников. Они атакуют Россию во многом из-за этого. Потому что ведь вопрос-то не в каких-то там локальных историях, вопрос в цивилизационном пути, в альтернативе. Дмитрий, спасибо вам большое за эту очень интересную беседу. Спасибо и вам. С нами был сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор». Новости, оперативная аналитика, все в этом телеграм-канале «Русский ревизор». Подпишитесь прямо сейчас, дорогие друзья. Внимание, премьера. Говорит и показывает телеканал «Звезда». Они собирают у экранов страну. У меня с телевидением связь не прервалась ни на один день. Они открывают нам мир. Я вам сейчас покажу. Они отправляют нас в космос. Никто не знал, кто едет на Байконур. Они формируют вкусы. Милонова, точно. Как родные, они приходят в каждый дом, в каждую семью,
в каждое сердце. А память священна. Они зажигают звезды для нас. Теперь пришло время зажечь звезды в их честь. Вот здесь аплодисменты. Попал в десяточку. Новая шоу-программа, посвященная судьбам выдающихся деятелей отечественного телевидения. Мы сели на небольшой самолет, у нас загорелся двигатель, но Леня вел себя так... Ребята, у нас еще осталось. Ну, горел, ну и что? Галерея звезд. Смотрите скоро на телеканале «Звезда».